Больше никакой бумажной волокиты, многозначных цифр и походов в отделение Россети. Технологии будущего доступны уже сегодня. Оценить их в полной мере смог и Мурат Горданов. 2 недели назад на его улице установили умный счетчик, а вместе с ним и заменили старые провода и столбы. Коммунальное ноу-хау или смарт-прибор позволяет передать информацию о качестве электроэнергии, объемах потребления, а также оповестить о незаконном подключении. Умный счетчик облегчает жизнь как работникам, так и самим абонентам. Проблемы человеческого фактора. Исчезнет необходимость вспоминать дату снятия показаний, записывать цифры, звонить, передавать данные. Также потребителям больше не придется следить за сроками проверки приборов учета. От потребителей требуется лишь своевременно производить оплату за использованные энергоресурсы. Замена обычных приборов учета на интеллектуальные проходит в рамках реализации первого этапа программы по снижению потерь электроэнергии и исполнения федерального закона, который вступил в силу в июле прошлого года. Местные жители могут не переживать, ведь они никаких затрат не понесут. Обязанность установки и эксплуатации новых приборов учета полностью ложится на энергетиков. Отметим, что при этом потребители сэкономят от 5 до 20 тысяч рублей на покупку и установку данных приборов. А на самих потребителей остается только обязанность следить за их сохранностью. Переход будет происходить поэтапно с анализом достигнутых результатов. Сегодня в республике их установили частично в Малгобеке, Назране, Сурхахах, Плиеве и Барсуках. Такие приборы учета на территории республики установлены порядка 6 тысяч и планируется установка 17 тысяч умных приборов учета. Они уже применяются в частном, юридическом секторах. Они устанавливаются на опорах воздушных линий электропередач. Хочется отметить, что установка умных приборов учета станет обязательным требованием с 1 июля 2022 года. Просто закрыть дверь перед работниками коммунальных служб не выход. Отключить или ограничить потребителя от подачи электроэнергии теперь можно будет, не выезжая на место. Счетчик включат только после оплаты, кстати, тоже удаленно. При этом потребителю не придется нести расходы, связанные как прежде с ограничением или дальнейшим возобновлением электроэнергии. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.